Ассаламу алейкум, исянмесес, и всем доброго здоровья. С вами Ринат Хабибуллин и татары сквозь время. В предыдущих выпусках мы с вами успели поговорить о разных государствах, которые на раннем средневековом этапе оказывали влияние на формирование этногенеза татар. Тюркский каганат, Великая Болгария, Хазарский каганат и Волжская Булгария. Сегодня же мы с вами поговорим о кыпчаках, кимаках и емеках. В начале XI века на границах Волжской Булгарии появились кыпчаки. Наиболее раннее упоминание о кыпчаках сохранилось в надписи на Селенгинском камне, посвященной Элетмиш-Бельге Кагану, правителю уйгурского каганата. Кыпчаки вначале были в составе союза кимаков, подчиняющихся уйгурскому каганату. После падения уйгурского каганата в 840 году кимаки, в составе которых отмечались такие племена, как Емек, Емур, Татар, Баяндир, Кыпчак, Эжлят, двинулись на запад и около 850 года начали доминировать в Западной Сибири. По сведениям персидского историка Абдулхая аль-Гердизи, правящий дом у кимаков был татарского рода. В середине IX века кимаки занимали уже территорию Южного Урала, Казахстана и район Аральского моря. Высказывалось довольно обоснованное мнение, что кипчаки и емеки уже в VI веке под общим названием Саяньто локализовались на Алтае. Саяньто обычно возводят к группе Теле, которая берет свое начало еще с гунских объединений. По-видимому, более ранние и параллельные названия кипчаков — это сиры. В VIII веке в ряде источников упоминается племя Хывчак. Также кыпчаков именовали куманы или команы. Это название применялось для обозначения агуза-печенегов, среди которых жили так называемые канглы, которые впоследствии влились в состав кыпчаков. Еще одним этнонимом кыпчаков является кун. Этот этноним лежит в основе вышеупомянутых куманов. В частности, грузинские летописи XII века отождествляют куманов и кыпчаков. Гильом де Рубрук в XIII веке также говорил о куманах, которых называют капчат. Среди восточных кыпчаков явно имелись и уйгуры, а русские имели в виду именно кыпчаков, когда упоминали добрым словом половцев. В целом, кыпчакское объединение составляло из групп, ранее входивших в так называемый Кимакский союз, где кыпчаки являлись доминирующей силой. Язык кыпчаков, по мнению филолога XI века Махмуда аль-Кашгари, являлся чистый тюркский язык. Он отметил филологические особенности произношения некоторых слов. Например, там, где должна быть буква мим, то есть м, кыпчаки превращали в б. Тюрки говорят мен бардум, я ходил, а кыпчаки бы произнесли бен бардум. Судя по лингвистическим данным, кыпчаки были сложным конгломератом тюркоязычных, монголоязычных и иранских по происхождению тюркизированных групп. В начале XI века кыпчаки активно продвигаются на запад. В 1030 году они уже находились на границах государства Харемшахов, то есть там, где современный Узбекистан. В 1055 году появляется первое упоминание о кыпчаках в русских летописях. Кыпчакский хан Балуш с Ордой вошел в Переяславские княжества и был встречен Переяславской дружиной с князем Всеволодом Ярославовичем во главе. Встреча прошла довольно мирно, обменялись подарками и разошлись по своим делам. На тот момент кыпчаки еще не искали военного противостояния с русскими княжествами, так как продолжали воевать в степи с представителями местных народов. Но спустя короткое время ситуация поменялась. В 1061 году Всеволод Ярославович потерпел поражение от хана Искала. Переяславская земля подверглась разорению. В сентябре 1968 года половцы в битве на реке Альте разбили войско Ярославичей и разграбили приграничные земли. После этого военные походы половцев на русские земли, нередко в союзе с кем-то из русских князей, приобрели регулярный характер. Постоянное передвижение по степи делало кыпчаков практически неуязвимыми. В течение всего XI века русским не удавалось организовать ни одного похода вглубь степи. Однако к концу XI века в жизнь в степях несколько стабилизировалась. Можно уверенно говорить о формировании в то время нескольких объединений, орд, владевших определенными территориями, разделенными внутри на более или менее устойчивые кочевья с определенными стойбищами и путями перекочевок. В
В 1070 году кыпчаки стали доминирующей силой в степях Евразии. Общепринято деление кыпчаков на две группы – на диких и недиких. Первые были восточной частью кыпчаков, а вторые – западной. В то время кыпчаки контролировали поистине огромную территорию от Дуная на западе до Иртыша на востоке. Однако в то же время они так и не смогли создать единое централизованное государственное объединение. Одна из причин тому – вовлечение кыпчаков в разных районах, их проживание в орбиту влияния уже сложившихся государств – Русь, Волжская Булгария, Хорезм и другие. В южноуральских и заволжских степях расположились кочевья емеков. Емеки – это одно из основных кимакских племен. В начале XII века ими была предпринята попытка создать более-менее прочное объединение во главе с племенем Ильбари или Ильбури. Из этой затеи, правда, ничего не вышло, но в то же время сила и влияние в регионе их была поразительной. Правитель емеков происходил из рода Ильбари, носил титул хан Ильбари и шах емеков, и, судя по сообщениям, властвовал над 10 тысячами семейств. История емеков совсем недавно начала раскрывать свои тайны, однако уже сейчас понятно, какое влияние она играла на международные отношения предмонгольского времени. Так, например, государство Хорезм-Шахов сбросило иго Каракитаев именно с помощью емеков и подчинило себе Мавераннахр. То же самое, что и на персидском Фарарот, регион Центральной Азии. Волжская Булгария, несомненно, вынуждена была взаимодействовать с кыпчаками и емеками. Об этом говорят отдельные топонимические данные. Например, известен ряд татарских деревень, которые, возможно, восходят к кыпчакским этнонимам: Кайбич, Читай, Шардан, Тарлау и другие. Надо думать, что взаимному смешению булгар и кыпчаков мешало то, что последние медленно принимали ислам. Частично на Западе они стали христианами. Известно, правда, случай, что некоторая часть кыпчаков таки приняла ислам в 1040 году в районе государства Хорезм-Шахов. В лице кыпчаков мы имеем дело с другим крупным этническим компонентом татарского народа, сложившимся еще в домонгольский период. От булгарского компонента он отличается меньшей консолидацией, сложной этнополитической структурой и широким пространством расселения. Известно, что кыпчаки состояли из 12 главных племен. Внутри них уже существовали какие-то этногенетические линии, что, видимо, следует из пассажа Ибн Халдуна, написанного в XIV веке. Племя Дурут из кыпчаков, пишет он, а племя Таксаба из татар. При этом и Дурут, и Таксаба входили в состав кыпчакских племен. Ибн Халдун, правда, жил несколько позже, и ее время могли переосмыслить золотоордынские реалии и уже из тех позиций применять те или иные названия. Но если нет, то это уже означает, что тогда, в предмонгольское время, среди кыпчакских племен Поволжья и Южного Урала были кланы с этнонимом татар. К концу раннесредневекового периода основные, наиболее крупные тюркские этнополитические группы уже были территориально достаточно четко очерчены. Хазарско-булгарская группа, кыпчаки-агузы и другие. Следующим этапом формирования тюркских народов, в том числе, конечно же, и татарского народа, было образование государства чингизидов. В этногенезе татарского народа ключевым является период Золотой Орды, когда произошло становление его основных этнополитических особенностей. В новом выпуске нашего цикла мы начнем разговор о Золотой Орде. Также мы расскажем о том, какое именно влияние оказала Орда на Волжскую Булгарию и во что это в итоге вылилось. Нам реально приятно, что вы остаетесь с нами и смотрите наши выпуски. Напишите в комментариях, какой именно компонент из тех, что мы упомянули в этом и предыдущих выпусках, вы считаете наиболее существенным в формировании этногенеза татар. Я напомню, что мы говорили о тюркском каганате, о хазарском каганате, Волжской Булгарии, Великой Болгарии и народах Кыпчакской степи. Обязательно подпишитесь на наш канал и поставьте дерзкий кыпчакский лайк этому видео. Это были татары сквозь время. Ассаламу алейкум, сау булгас. И всем доброго здоровья. Пока.